Изобретательность аферистов не знает границ. В Северной Осетии очередной пик творческого вдохновения у телефонных мошенников. Каждый раз легенды от имени полицейских становятся все более правдоподобными. Эллада Дзукаева – одна из тех, кто попался на крючок аферистов. Обманным путем они пытались заполучить крупную сумму денег. Совсем недавно мне позвонил представитель одного из банков, сказал, что нужно уладить проблемы с моей карточкой. Когда я стала разбираться в этом, к сожалению, не додумалась пойти в банк, спросить, что же там произошло, он представился, сказал, что мы все можем решить по телефону. Попросил меня продиктовать ему номер карточки, соответственно, пин-код карточки, и спросил, когда ли мне последний раз приходили туда деньги. Я дала всю нужную информацию. После мне стали приходить СМС-уведомления, что какие-то значительные суммы стали пропадать с моей карточки. Чаще всего на удочку преступников попадаются абоненты сотовой связи. Аферисты просят людей перевести им деньги. Жертвами становятся не только одинокие пенсионеры. Мошенникам охотно верят и молодые люди. А все дело в ловких приемах. Я знала, что такое может случиться, но никогда не думала, что это может произойти со мной. По данным прокуратуры, в этом году жертвами телефонных жуликов стали более 1000 человек. Есть даже рейтинг самых распространенных схем мошенничества. На первом месте так называемое мошенничество вслепую. Это любые звонки или сообщения об услугах, лотереи и выигрыше. На втором – звонки от имени родного человека, за которого нужно отдать деньги, чтобы спасти его жизнь. Замыкают тройку – звонки на стационарные телефоны. В последнее время на территории республики участились факты мошенничества с использованием сотовой связи. В частности, мошенники представляются должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов республики, поясняют, что в отношении вас поступила жалоба и вам необходимо явиться для разбирательства. Одновременно мошенники просят по пути следования забросить на обозначенный им номер сотового телефона определенную денежную сумму и забрать чек вместе с собой, якобы для того, чтобы по прибытию на место эта сумма была возвращена вам. Если вы стали жертвами мошенничества, обращайтесь по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Расскажите свою историю знакомым, родственникам и распространите информацию посредством интернета. Это поможет в борьбе с мобильными мошенниками. Земфира Лулаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.